Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде торжественно открыли памятник поэту Махтумкули Ифраги. Туркменистан отпраздновал День Конституции и государственного флага. В честь Дня города в Ашхабаде откроют новые объекты и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов направили свои соболезнования руководству Исламской Республики Иран в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси в результате аварии вертолета, произошедшей 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. В южной части туркменской столицы у подножья горной системы Капидаг состоялось грандиозное открытие памятника, посвященного 300-летию со дня рождения Махтумкули Ифраги. Монумент вошел в состав нового культурно-паркового комплекса, объединяющего 24 статуи всемирно известных писателей и поэтов разных стран и эпох. Торжественную церемонию открытия возглавил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В Ашхабаде прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Центральной частью торжеств стала церемония возложения цветов к монументу Конституции и главному флагу страны с участием президента Сердара Бердымухамедова. В своем обращении к соотечественникам глава государства подчеркнул, что основной закон и национальный стяг символизируют незыблемость независимости, суверенитета и приверженность туркменского народа идеалам мира, созидания и гуманизма. 136 двухэтажных жилых домов в столичном жилом комплексе Чоганлы и водоочистное сооружение мощностью 150 тысяч кубических метров питьевой воды в сутки в Ахтиарлыкском Итрапе откроют в день города Ашхабада 25 мая. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил провести все запланированные ко дню города торжества и церемонии открытия новых объектов на высоком организационном уровне. Государственный концерн «Туркменгаз» проводит работы по бурению новых скважин в Марийском и Лебабском вилаятах Туркменистана с целью увеличения добычи природного газа в этих регионах. Авиакомпания «Туркменистан» проводит отбор кандидатов для обучения в Турции по специальности пилот. Обучение длится 4 года и оплачивается авиакомпанией, остальные расходы покрываются кандидатом. После предварительного отбора в Ашхабаде финалисты проходят собеседование и медкомиссию в Анкаре. Вступительные экзамены проводятся в июне в Ашхабаде. Документы принимаются до 31 мая. Венесуэла – первая в мире страна, которая лишилась своего последнего ледника. Он не выдержал испытания временем и суровыми климатическими изменениями. Процесс таяния происходил значительно быстрее, чем прогнозировали специалисты. Исчезновение последнего ледника в Венесуэле, вызванное температурными скачками, может стать одной из критических точек для криосферы Земли. Neuralink ищет второго участника для испытаний мозгового импланта телепатии. Приглашая людей к участию в клинических испытаниях, Илон Маск подчеркнул, что вживляемый имплант дает возможность управлять телефоном и компьютером силой мысли. Первый участник испытаний, 29-летний парализованный мужчина по имени Нолан Арбо, прошел успешную операцию по вживлению импланта в январе этого года. Чемпионат мира с участием 8 сильнейших туркменских дзюдоистов стартовал в Абу-Даби. Турнир закроет квалификацию к Олимпиаде в Париже. В соревнованиях принимают участие 658 спортсменов из 107 стран. В составе сборной Туркменистана под руководством японского наставника Казухико Такуна на татами выйдут 8 спортсменов. Манчестер Сити стал победителем чемпионата Англии по футболу. В заключительном 38-м туре команда одержала победу над Вест Хэмом со счетом 3-1. 2 гола в составе победителей забил Фил Фоден. Английский полузащитник был признан лучшим игроком прошедшего сезона Премьер-лиги. Еще один мяч на счету Родри. У проигравших отличился Мохаммед Кудус. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.